В Якутске 31 января, день начала приема детей в первые классы, стал настоящим кошмаром для родителей будущих учеников. Несколько самых популярных школ города сейчас находятся в осадном положении, в окружении многочисленных очередей пап и мам первоклассников. Особенный ажиотаж творится во дворе городской классической гимназии. Для предотвращения драк там дежурит наряд полиции и сотрудники вневедомственной охраны. Родители, которые до этого на протяжении нескольких недель дежурили сутками во дворе школы и формировали списки детей, организовали живое оцепление вокруг здания учебного заведения. Стоим в очереди, все, живой очереди, около 140 человек, все стоим. А мест обещают в школе? 70. Надежда умирает последней. Вот снимайте вот это все безобразие. Почему наши власти, которые сейчас, наверное, спят в теплых кроватках, не удосужатся принять простой, банальный, просто, не знаю, указ, приказ, как это называется, распоряжение, чтобы вот не 1 февраля вот эти дела принимались, а хотя бы в мае, в июне. Вот этого просто безобразия не должно быть. Все-таки мы живем здесь 40-50 градусов мороза. Пожалуйста, занимайте очередь. Живая очередь по закону. Все, пожалуйста. Вот, все это дело организовано как? Чтобы не спрашивать, кто за кем, там, запоминать. Номер, а что, не запрещено. Вот. А вот я сейчас так думаю, сейчас вот элементарно могут через забор перемахнуть. Вот. И вроде бы он там, как его, хватать нельзя. Вот. То есть вопрос в том, что власть не может нас организовать. И вместо этого мы организуемся сами. Похожая ситуация сложилась и во дворе столичной средней школы номер 17 и национальной гимназии, где родители также установили очередность и создали списки задолго до начала записи. Мы сегодня подошли очень спокойно к 8 часам, и такого ажиотажа, который был, наверное, и в прессе, и до этого, такого нету, чтобы было вот такое столпотворение, потому что все, очередь как бы запланирована, и велся список, но можно сказать, что список не ватсапный. Это в первую очередь, а можно сказать, вот все живые люди, мы приходили, дежурили, и пока все нормально, все спокойно. Такой коллапс вокруг нескольких школ города, которые считаются, по мнению родителей, элитными, повторяется из года в год, несмотря на то, что все СОЖ были закреплены по адресам. Ежегодно вот такой ажиотаж создается вокруг вот этих образовательных учреждений. В общем-то, по уровню качества другие образовательные учреждения тоже никоим образом не отстают. Для сравнения, наша съемочная группа побывала еще и в СОЖ номер 5, которая находится в центре города. Как и всегда, пройдет спокойно и очень быстро. У нас все готово, бланки заявлений готовы, там только вписать некоторую информацию. И мы наберем деток на 3 класса, которые мы открываем традиционно. Елена Бочкарева, Николай Необудов, Иван Тентонов, ЕСИА.